Қайырлы сағатта, құрметті достар, шылайды ПФ вақыты өз башлап та кетті. 295-92-72 ФФ қалағының көді өз сөйлі аққар кетті. WhatsApp хандары 2-30-24-24. Әр вақыттағыса шылтыратуылар көтәу, сүнкі бұл халық тапшырығы болғаз, әд өдегіздің барлық құраударығы еткір алағыз. Әм енді әлбетті сәлем қотлаулар да көтіп қалауыз әр вақыттағыса. Әм, біләгізмі, біз нендейді бұға файдалы кәңіштермен келерге тырышауды шо эфирға. Шулай болғаз, әлбетті біз бұл эфирділа ситтен қалдырманық. Сүнкі біз бүгін қонаққа сақырдық Розалия Исяновна. Улда болға массаж студия етәксігі. Хәм енді Александра Корохова. Правильно сказал? Правильно. Шылайды, біз енді эфирімізді артабан орыс тілінде давам етеміз. Сүнкі біздің спикерларыбыз қайбірдері башқұрт сөйлешпей, шоға қарамастан хіз бізді аңлап, әмі ләкин бұшылырғыз деген үміттәуіз. Добрый вечер. Добрый вечер. Безумно рад вас видеть. Смотрите, вы пришли, аж студия прям такая красивая стала на самом деле. Я вечером, люди сейчас, наверное, сидят, чай пьют, там отдыхают, кто-то там устал, и тут телевизор включает, и тут вы, прекрасные дамы. Знаете, мы не зря вас пригласили, потому что мы знаем вроде бы все, да, о массаже все. Вот, абсолютно все, но начинаем углубляться, оказывается, там столько всяких изъян есть, даже методов очень много. Давайте мы час поговорим об этом с вами и, соответственно, ответим на вопросы. Также мы подарим, давайте, какой-нибудь красивый сертификат. Можно? Массаж, конечно. Да, массаж. Розалия, мы знаем тебя как, во-первых, начальником массажного салона. Чем вы вообще занимаетесь? Наша студия рельсы, шпалы. Мы больше квалифицируемся как спа-студия, спа-программа и массаж. Это наши основные направления. А чем отличается вот этот спа-массаж от, например, того же самого медицинского? Спа-массаж, он больше действует на нервную систему, то есть больше на расслабление, на отдых, релакс. А медицинский массаж, он больше лечит людей. То есть к вам приходят просто люди отдохнуть, во-первых, набраться сил, да, и уйти с улыбкой, правильно? Да, все верно. Трудно ли делать массаж? Вот, например, я пробовал друзьям, товарищам, что греха таить, бывшей девушке тоже делал массаж, да, но я минут 3 делаю, все, иди, уходи, там у меня и сил нету. Вы делаете это часами. Трудно делать, нет? Ну, для меня уже не трудно. В плане того, что это моя любимая работа, в первую очередь, которую я люблю, уважаю, ценю. Ну, и клиенты остаются очень довольны. Массаж, он, по сути, расслабляешься, если ты в него идешь, ты тоже идешь в расслабление вместе с клиентом. В плане того, что идет контакт хороший, когда клиент остается довольный, ты вдвойне радуешься, что ему хорошо, и он ушел довольный, спокойный, с улыбкой. В конце еще чай попил. Вот. О, у вас еще чай наливают? Да. Прекрасно. Почему удивляюсь, ни разу не был. Розалия не приглашает, на самом деле, пользуясь случаем. Да? Но смотрите, вот помните вы своего первого, например, тот же самого клиента, скажем, или там гостя, который там вы делали массаж? Самого первого здесь, в рельсах или вообще в общем? Вообще в общем. Практики. Или это с малых лет? Это моя семья. Да? С малых лет там брат подошел, сделай массаж, пожалуйста. Нет, там. ну вообще это с ребенка началось у меня, с моего. Вот, потому что немножко в родах его повредили, и поэтому я пошла на это, потому как медицинское образование есть, и я решила пойти по этому пути. А я вот некоторых людей видел, которые вот, например, массаж сделали, да, все, после массажа они вот так делают. Ну, это да. Это... Нужно энергию стряхнуть. То есть отрицательную энергию выбрасываем, да? Да. Все понятно. А вот также мы про массаж очень много знаем, и также, кроме этого, у вас, как спа-салон, люди приходят отдыхать, у вас, оказывается, есть еще какие-то программы, да? Что вы делаете?
Есть СПА-программы, как для одного человека, так и для пар. Мгм. Девушка с парнем могут прийти на свидание, либо мама с дочкой, либо подружки. Мгм. Вот также есть корпоративные предложения, когда мы для компании закрываем студию и только их обслуживаем. Классно. То есть раньше мы девчонок приглашали куда-нибудь там мороженое покушать, там прогуляться по парку. Оказывается, к вам можно сейчас прийти, да? Свидание устроить. Классно. А вот программа для двоих у вас, я так вижу, есть сколько? 6, да? 6 программ. Да, 6 программ. Вот спа-свидание есть. Также, что такое Twix первый? Твиксы — это вот как раз-таки парные программы. Мгм. Там разные наполнения. Есть Твикс 1, 2, 3, 4. То есть к вам пришли, вы не только же массаж делаете, правильно? Вы же там еще делаете какие-то с маслами что-то. Мгм. Вот Твикс 1, например, там входит часовой массаж. Мгм. У нас клиенты покупают время, зону, технику выбирают сами. Мгм. То есть часовой массаж можно сделать на все тело, либо на какие-то определенные зоны. Мгм. Вот, массаж мы делаем на базовом масле, это у нас рисово-рапсовое. Также можно добавить эфирное масло для аромата. Вот, во время сеанса человек вдыхает аромат и как бы расслабляет, атмосферу создает. И плюс чай попить. Конечно, В в конце. конце, да, чайная церемония, башкирский травяной чай с сухофруктами. Классно. А также вот всякие маски, по-моему, я вот на фотографиях видел. Да, есть альгинатная маска, обычная корейская маска. Вот. А, Массаж лица также м, есть. вот говорите то, что маски на лицо, там чайная церемония. Также еще есть скрабирование, да? Скрабирование, обертывание, парафиновое обертывание. Это все входит вот как раз с Программа. поплюшки. Кстати, я никогда не понимал девчонок, которые заходят в баню, да, их 3-4 часа нет. Я всегда задавался вопросом, что они там делают на самом деле. Момент был. Я с друзьями, а у меня все друзья женатики, поехали в баню. Поехали в баню, и я опять задал вопрос, что вы там делаете 3-4 часа. И в один момент они пригласили меня прям туда внутрь, ну, то есть, соответственно, в парилку. И меня обмазали вот этим и сделали обертывание. После этого у меня как кожа задышала. Я вот тогда понял, оказывается, чем, оказывается, девчонки занимаются. Вот из личного опыта. Также у вас есть кедровая бочка, по-моему, да? Да. Что дает кедровая бочка? Кедровая бочка, во-первых, она лучше, чем баня. В плане Мгм. того, то, что голова у вас не греется. Остается, да, Да, снаружи. остается. И пар идет сухой пар, Мгм. получается. И тут все шлаки выходят, с кедром вы дышите, во-первых. И помимо этого мы еще добавляем Травы, травяные мешочки. мешочки, чтобы вдвойне был эффект. Получается, просто, грубо говоря, поры открывает, да, Да. человека, чтобы хорошо все дышалось. Но также у вас есть спа-свидание. Вот это, конечно, интересно на самом деле. Тут можно пригласить девчонку Да. и пойти на свидание с ней. А вы девчонок сами предоставляете или... Нет? Нет, да? Ну ладно, хорошо. То есть, как это все процедура происходит? Так, спа-свидание. Это у нас парная программа. Полностью рассказать как? Ну да, Сначала потом... у нас идет распаривание в кедровой бочке. То есть кто-то сидит в бочке, простите, кто-то рядом пьет чай. Мгм. Затем у нас скрабирование всего тела. Как раз-таки очищает кожу, подготавливает к массажу. Потом уже вот массаж. И во время массажа мы делаем парафиновое обертывание на кисти рук, на стопы. И в конце маску для лица. Мгм. Вот. Все. У нас есть вопросы. Может ли помочь массаж от систематических головных болей? Да, конечно, может, потому что кровоток не поступает, кислород тоже нету. И нужно хорошо промять, проделать, чтобы пустить кислород и кровь. Тогда головные боли, даже давление уходит. Мгм.
А вот какими проблемами... Есть люди, с какими-то проблемами к вам пришли, и они просто исчезли? Да, есть такие люди. Мгм. Ну, это вот как раз-таки наши постоянные клиенты. В основном головная боль или какие-то другие Нет, там? и разные. В основном мышечная боль идет, спазм, потому что у всех образ жизни сейчас сидячая. Да. Из-за этого все страдают, там, седалищным нервом придут, шея, воротниковая зона страдает. И поэтому к нам очень часто обращаются с такими вот больными местами. Вот. Мгм. А вот есть люди, которые, например, неправильно сделали массаж и к вам пришли? Ну, бывает, да, приходят. Мгм. Что бы вы посоветовали нашим телезрителям, куда, как обращаться? То есть стоит ли обращаться родственникам, чтобы сделали массаж? Обращайтесь на Софью Перовскую, 44/2. К вам. Да, рельсы, шпалы. Мгм. Да. А у вас, я так понимаю, все специалисты с медицинским образованием? В основном, Мгм. да. То есть у них какое-то разрешение должно быть, чтобы они делали Нет, у массаж? нас Сертифицированные мастера. сертифицированные. Сертификация должна Да. быть. Да. Мгм. А как можно попасть к вам, если вот кто-то захотел стать массажистом? Обучение мы не проводим, мы уже берем сертифицированных мастеров с опытом работы от 1 года. Мгм. Вопрос. Антицеллюлитный массаж есть ли у них в салоне? Есть. Да, конечно. Мгм. Так, хорошо. Вот такой вот вопрос к нам пришел. Так, дальше. За сколько сеансов можно исправить сколиоз? Ну, сколиоз, он поддерживается только. По сути, мы исправляем мышцы, которые напряженные, расслабляем, где напряженность, и наоборот, тонизируем, где расслабленная. Ну, сколиоз уже ничем. Его только сожалению. поддерживать, ЛФК и массаж. Мгм. Хочу похудеть. Возможно ли при помощи массажа? Сколько стоит курс? Какие есть программы для похудения? Чем отличаются? У нас в основном так все приходят и говорят, ну, сделать антицеллюлитный массаж и сразу там сбросить. Сбросить можно там 1,5 килограмма, да, это уходит жидкости. Но человек еще должен думать, понимать о том, то, что ну, постоянно как бы массажем-то мы можем, но кушать нужно нормально. Правильное питание. Правильное Комплексный питание, подход. комплексное питание, да, тренировки, вот, и, ну, конечно, массаж. Тогда все это в группе очень идеально, быстро идет к этому. То есть девчонки у нас в основном с этим проблемами приходят? Или просто отдохнуть? Нет, не всегда. Не всегда. Обычно весной, да. Спрос. Перед летом. Да. Ага. Нам звонок. Давайте примем. Добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте, друзья, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, там пяточную шпору не лечат случайно? Шпора пяточная. Нет. Угу. Рахмат. Кому Ну, можно со обратиться? шпорами мы не работаем. А вообще к ортопеду уже идут они с этим. Вот. Ну, я не сталкивалась со шпорами, но знаю то, что нужно вначале обратиться к специалисту. Тогда они направляют уже в А правильном. вот как раз-таки про противопоказания охота было с вами поговорить. Кому вообще не стоит приходить к вам? Ну, гипертоники в первую очередь. Мгм. Вот. Ну, противопоказания вообще у всех может быть. Просто нужно делать все с умом, узнать анамнез в первую очередь клиента. Ну, также можно делать и с сахарным диабетом, но нужно делать все по уму в плане того, то, что разогревать их тоже нельзя, потому что у них же кровь густая. Мгм. Тромбы мы лишние, мы их не хотим делать. Вот. Поэтому нужно более к клиенту всегда относиться лояльно, хорошо. Индивидуально. да, Индивидуальный подход у нас к каждому. То есть у вас не только вот пришли и сразу массаж начали делать, вы сначала, конечно, беседуете, да? Обязательно. Да, они Да. заполняют анкету сначала, Ага. там отмечают, какие заболевания у них есть, отмечают зоны, куда хотели бы больше внимания уделить. Потом уже мастер перед сеансом еще раз спрашивает, травмы какие-то были, возможно, операции, и потом уже подбирает технику индивидуально для каждого клиента. А вот мне интересно, как вот ты пришла вообще к этой сфере? Я всегда хотела научиться делать массаж просто для себя, для своих
знакомых, родных, для семьи, для детишек, когда они будут. Вот. Никак не рассматривала это, то, что потом это будет как бизнес у меня. Мгм. Просто хотела для себя. Вот. У меня медицинское образование, я сама делаю массаж тоже. И Вот я хотел сказать, мы тебя знаем как предпринимателя Да. больше, чем Массажиста. специалиста. Мгм. Я отучилась, Мгм. потом прочитала книгу. Там было написано, что любое хобби надо монетизировать. Я Мгм. такая решила, как минимум окупить это обучение. Начала принимать на дому. Увидела, что есть спрос, и устроилась сначала в студию работать массажистом, подрабатывала в выходные дни. Сама я работала в станции переливания крови. Вот. Потом уже перешла полностью в эту сферу, потому что мне понравилось это все. Это все, ну, мое, Аура. моя сфера, да. Мгм. Нравится помогать людям, заботиться, делиться любовью, заботой. Мгм. А вы как пришли к этой профессии? Пришла, ну, я изначально хотела быть массажистом. Просто родители немножко были против, жалели мои руки. Вот. Зато сейчас не жалеют, Радует. радуются, да. Вот. Ну, я люблю свою профессию, я к этому вот пришла. Мгм. У нас тут вопрос. Какой массаж делают для пар? Что входит в программу для двоих, пишут? Мгм. Вообще мы собираем любую программу, можем собрать. А так, в основном, самая популярная программа парная, это у нас вот как раз-таки распаривание в кедровой бочке, массаж часовой, либо 90 минут, и вот скрабирование, чаепитие. Мгм. А какая-либо музыка сопровождается в этом? Конечно. У нас стоит колонка Лиса, поэтому все клиенты могут поставить свою любимую музыку. Мгм. Вопрос еще также. Вопросов много очень, я безумно рад. Делаете ли массаж детям? С 5 лет, да? 7 лет мы делаем. 7 лет, Мгм. да. А почему именно с 7? Ну, с 7, потому что как бы более уже сформированный ребенок. Мгм. Вот. И ну, подход к нему уже можно найти, потому что более взросленький ребеночек. Ну, и у нас же спа, Мгм. поэтому как бы меньше В первую очередь. шума вот в этом плане. Мы заботимся о тишине все-таки. Мгм. Хорошо. Также у нас спрашивают, работают ли у вас остеопаты? Наверное, нет. Нет. Почему? Нет. Потому что у вас СПА, да? Не медицинский. Есть ли противопоказания к массажу? Мы отвечали Да? Да, на ну, этот смотря вопрос. какая техника Смотря тут какая, еще. да. Например, вот если антицеллюлитный массаж, то там, если варикоз есть, не получится сделать массаж. При варикозе можно, но когда уже последняя стадия, Да. при ней уже нельзя. Мгм. Хорошо. Также спрашивают, можно ли делать массаж при грыже позвоночника? Можно, даже нужно. Потому что мы даем кровоток, которого там нету, там получается как сгусток вот этого. И кровообращение обязательно нужно. Но нужно делать также все в меру. Не нужно давить там на позвоночник. Мгм. Вот, все нужно делать лояльно. Мы знаем то, что вы находитесь на Софьи Перовской, Зеленке, да? Еще вот недавно открылась на Гагарина. Сипайлова, да. Сипайлова, да. То есть спрос есть, да? Да, Из-за на этого решили открыть? Да. Мгм. В целом, сколько людей посещает ваш салон, например, в день? Примерно. В день примерно 10-15 человек. Мгм. Это в одной студии. Это в одной студии. Вот у вас есть постоянные клиенты. Что они говорят? Зачем они к вам именно возвращаются, а не к другим? Нравится философия студии. То, что у нас мягкие тапочки, простыни чистые, аромасвечи, травяной чай и, конечно же, специалисты высокого класса, Еще, наверное, общение. качества. Да? Это тоже. Засыпают ли ваши... Да, есть такое. Бывает. Да. Мгм. Хорошо. Также у нас здесь еще один вопрос. Сколько сеансов массажа нужно пройти для получения эффекта? Какого эффекта именно не уточняется. Мгм. Ну, по сути, курс идет 10 сеансов. Мгм. Вот. В зависимости, что у человека. Мгм. Какой запрос, да. Какой это тоже запрос.
Мы подход уже более- отталкиваемся от этого. Более индивидуальный, да, вопрос. Хотел девушке подарить массаж. Есть ли у вас сертификаты? Есть? Конечно. Ага, подарочные, да? Есть подарочные денежные на какую-то определенную сумму и также готовые программы. Ага. То есть все это можно узнать у вас на сайте, наверное, да? На сайте, либо по номеру телефона, да, администраторы проконсультируют. Все хорошо, отлично. То есть можно как подарок на 8 марта, на день рождения, На Новый просто год, да. на Новый год отправить просто девушку на массаж. Или парень, Просто да? без повода можно тоже. Можно, да, кстати, можно и без повода. Что ж, продолжим. Мы разговаривали до этого о противопоказаниях, кому это надо и какие у нас вообще СПА-программы есть. Но мы не обо всем сказали. У вас, оказывается, есть такие СПА-программы для себя. Даже для мужчин есть, да? Да. Мужчины тоже ходят в СПА? Конечно. Мгм. Мужчины себя очень любят. Тоже. Кайфуют? Кайфуют. Ага. А вот также для будущих мам. Как это все происходит? Да, есть программа для будущих мам. Туда входит часовой массаж. В основном мы делаем на зоны выше лопатки, руки, Мгм. лицо. Также входит парафиновое обертывание Мгм. и ароматерапия. Это для рук и для стоп, да? Да, Мгм. И плюс обязательно чайная церемония. чайная Это церемония всегда входит. Да. Всегда. Всегда. Да. Мгм. Чё к чаю еще подаете? Я люблю чай просто. Печеньки вкусные и сухофрукты полезные. Вот. У нас, кроме этого, у вас, вернее, не у нас, также есть сеансы у вас разделенные. По-моему, полчаса, час, максимально сколько? 30 минут, 60, 90, 120. Ага, 120? Максимальный 120, Максимально да. 120. Максимально 120. А кроме этого, например, у вас есть, вы говорили, то, что постоянные гости есть, Да. которые к вам приходят. Чтобы каждый раз не покупать, у них, наверное, какой-то... Абонементы. Ага. Они покупают абонементы, на свое время, которое им удобно, Мгм. которым именно хватает. Подсказываем, конечно, мы тоже им в плане того, что по времени, Сколько сеансов вам? сколько нужно проработать каждую часть. Мгм. Вот. Да, абонементы есть на 5 сеансов и на 10 сеансов. Мгм. Продолжительность также 30 продолжительность? минут и... 30, 45, часовой, 90, 120 минут. Мгм. За 30 минут мы можем сделать одну зону, либо спину, либо лицо. 45 минут это можем сделать полностью заднюю поверхность, проработать. Часовой уже идет на все тело. А 90-120 минут там уже входит все тело, голова, лицо. Вот. Более глубокая проработка получается. Мгм. А вот, например, может быть, какие дополнительные у вас там услуги есть? Но дополнительно у нас тут услуги это кедровая бочка, обертывание, скрабирование, парафинотерапия, и также масочки. С поплюшки. Мгм. Все с поплюшки. Там же еще натуральный мед, да, вы сказали? Мед тоже, да. Есть медовый массаж. Мгм. Вот. А вот пластический массаж, что это такое? Это массаж лица. Мгм. Чтобы Чтоб не стареть. тянуть, да. У нас очень много вопросов здесь на WhatsApp приходят. Давайте прочитаем. Давайте. Так, чем лечебный массаж отличается от профилактического массажа? Лечебный массаж, он более глубокий. Мы входим, получается, он оздоровительный. Мгм. По сути, любой массаж, он идет оздоровительным, потому что мы все равно кровообращение мы пускаем, лимфу мы даем Мгм. двигаться, обмену веществ, чтобы лучше уже улучшался. Так что любой массаж, он подходит, идет на улучшение любого клиента. А сколько сеансов надо, чтобы, как сказать, Почувствовал себя хорошо да, человек. эффект, чтобы получить? По сути, 10 сеансов. Не нужно ходить каждый день, можно ходить через день, потому что мышцы тоже должны восстанавливаться. Мгм. Вот. Удобно тоже через 2 дня, Да. Мы обычно советуем через день. Да, курсом, когда они проходят, 10 раз прошли через день. Потом Один делаем поддерживающие поддерживающий, сеансы. чтобы обратно так не было, Мгм. нужно 1 раз в неделю посещать. Больше не нужно. Зато не будет таких зажимов,
будете спокойно, сон нормализует, потому что мы уже нормализовали. И вот у нас многие клиенты ходят, которые уже прошли, и один раз в неделю потом ходят, и недовольны, потому что у них ничего не зажимает, нигде не болит, сон прекрасный, и не веселый, довольный. То есть 2 раза в год мы проходим курсы, и между ними делаем поддерживающие сеансы раз в неделю, раз в 2 недели. А, например, после травм пришли люди к вам. Как вы с ними прорабатываете этот момент? Ну, узнаем, анамнез также, что. Вот, ну, у нас индивидуальный подход к каждому клиенту. А вот также вот вопрос сюда. Какие обследования нужно пройти перед началом курса массажа? Что именно беспокоит человека? Вот. Ну, в основном это невролог, наверное. Вот. И если какие-то прям то МРТ назначает, невролог тот же, мы только советуем, мы не назначаем. Хорошо. Мы до этого разговаривали и про дополнительные сеансы, и про абонементы, что можно добавить к сеансу. Также у вас также система лояльности, наверное, есть, да, какая-то? Да. Вот абонемент как раз-таки идут с выгодой. Абонементы. И, соответственно, если вы хотите какой-то подарок сделать, можете купить сертификат, да? Сертификаты, да. Часто покупают, нет? Очень часто, да. Также у вас в команде сколько человек сейчас в данный момент работает? Так, сейчас примерно 23, наверное. Если Нравится все работать студии. у Розали? Да. Она очень хороший руководитель, директор. С ней очень приятно иметь дело. Всегда во всем поддержит. Вот. Ну, очень радую, что я пришла в ее команду. То есть, наверное, у вас просто аура такая там хорошая. У нас хорошая, как семейная, такая дружная. Из-за этого к аура. вам и возвращаются все. И клиенты, и рабочие. Как понять, что сеанс массажа выполнен по правилам, по всем правилам? Хорошее самочувствие после массажа. Да. То есть во время массажа у нас выделяются гормоны счастья, у нас настроение поднимается, кровообращение улучшается, появляется какая-то легкость. Вот. Легкость, эйфория. Также спрашивают, можно ли делать массаж беременным женщинам? Ну, в зависимости, Какой семестр? Да, семестр. Да, первый семестр нежелательно делать, нежелательно. потому что закладываются органы. Со 2-го триместра мы уже делаем массаж такой расслабляющий, а уже на 4-м триместре мы уже делаем такой, можно уже делать проминающий массаж. Ну, отеки, вот именно то, Да, что отеки когда убирает. отеков много, мы начинаем уже с ножками работать, все убирать. А у вас вот есть те гости, которые, например, с ними многое связывают, во-первых, и, например, тот же самый пришли с какими-то проблемами, и сейчас они также вас посещают, но при этом довольны результатом? Да, таких у нас Много? много. Да. Обычно нам дарят шоколадки, приятности какие-нибудь. Вот, ну. Мы рады, что они к нам Многие гости, да, возвращаются. уже становятся друзьями, Да. например. Партнерами нашими становятся. Мы обмениваемся сертификатами, дарим сотрудникам сертификаты в другую студию, например. А вот чтобы бизнес вот так успешно все работало, что для этого делается, как руководитель? Много работать. Ну, сотрудничать с другими студиями, коллаборации, реклама. С блогерами мы сотрудничаем. Вот они нас любят, мы их тоже очень любим. Ну и, конечно же, качественный массаж, сервис высокий. Это все уже идет как рекомендация, как сарафанное радио распространяется. А чтобы улучшить навыки, вы какие-либо обучения дополнительно проходите, нет? Конечно. Раз в 2 месяца у нас в студии мы проводим различные обучения по массажу, по технику массажа и по сервису, по продажам для администраторов. То есть не только у вас массажист получает дополнительное образование, но и кроме этого и администратор, как правильно
вести диалог с клиентом, ну и тот персонал, который вот обслуживает, правильно? Да, все верно. Угу. С каких... про возрастные ограничения спросили. С 7 лет до... Ну и все. Да, ограничений Да, нет. Ограничений нет. Ограничений нету. Классно. Также у нас здесь спрашивают, можно ли с помощью массажа скорректировать эмоциональное состояние человека? Влияет ли его на психологическое здоровье? Да, влияет. Это расслабляющий массаж как раз-таки действует на нашу нервную систему. Угу. Кто больше, много испытывает стресс, мы их расслабляем Угу. таким образом. Классно, потому что там и бочка, и чай, и разговоры, скрабирование, да. и красивые девчонки. Как правильно выбрать специалиста? Ну, они по ощущениям сами выбирают уже. В Мы плане- обычно спрашиваем, да, какой массаж вы предпочитаете, расслабляющий, либо Потому что же сильный как- массаж, Мгм. да, кто-то, у каждого мастера у нас своя техника, и уже по запросу мы подбираем мастера, стараемся подобрать. Мгм. Массаж вы делаете только руками или есть еще какие-либо? Руками. Ну, есть дополнительные банки, Мгм. дополнительно... Бамбуковые Бамбук, палочки есть, да. да, для креольского, это при коррекции фигуры мы используем. Мгм. Есть стоун-терапия, это массаж горячими камнями. Тоже очень расслабляет. Популярная, да, она? Да, Стоун-терапия прям популярна. популярна. Она вот именно дает расслабление человеку, который вот очень встревоженный. А вот на лицо делают массаж. Часто заказывают? Ну, бывает, да. Угу. Это вот, я как понял, это скрабирование было, да, только что? Да. До этого. Классно. Хотя бы что-то я понимаю сейчас. Так, нужна ли подготовка и правила поведения массажа? Это получается еда, напитки, физическая активность. Ну, просто... за 2 часа лучше Да. плотно не кушать. Угу. После физических нагрузок массаж, наоборот, полезен. Ну, Молочная кислота Показано, скапливается, да. ее нужно разгонять, чтобы человеку не было столько боли. Угу. и после массажа рекомендуем пить побольше воды, чтобы то, что мы разогнали, все вышло из организма. Угу. А вы сами какие-либо мастер-классы у себя в студии делаете? Показываете, например, может быть, день открытых дверей? Так. Не устраиваете такие вещи, программы? В день рождения мы как-то один раз это делали, Угу. а так в обычные будние дни такого нет, не бывает. Мы проводим обучение для своих сотрудников, а стоит задуматься, если будет спрос, можем сделать. А вообще, как можно, во-первых, вас найти? То есть можно просто в Яндексе написать или там в поисковике рельсы, шпалы, Уфа. Можно вас найти, да, так? Да, у нас есть сайт, Мгм. также мы есть во всех картах: Яндекс, Google, 2GIS, Инстаграм, Нельзяграм, ВКонтакте. Нельзя говорить. Запрещенные. Да, ВКонтакте мы есть, Мгм. соцсеть. То есть во Соцсеть. всех социальных сетях можно вас найти Да. и ознакомиться, во-первых, с ценами, что вы делаете. И, соответственно, у вас студия находится на Софьи-Перовской. Да, на Софьи-Перовской 44/2 Мгм. и в Сипайлово на Юрия Гагарина 12/3. То есть со скольки до скольки работаете? С 9 утра до 9 вечера. Ежедневно, без выходных мы работаем. Классно. Мы до этого поговорили о полезности, кому подходит, кому нет, где находится ваш салон. И мы поняли то, что к вам приходят люди в основном отдыхать, правильно? Но кроме этого, Ну и приходит за помощью тоже. да, вот, хотелось бы про это поговорить. С какими, например, проблемами к вам приходят? Ну, в основном проблемы с шейно-воротниковой зоной у людей, ну, потому что, как Вот это до место. этого говорил, да, шея-воротниковая Мгм. зона — это вот всех сидячая работа. Также поясничная боль, потому что фасции все напряжены. Вот. Ну, поэтому мы готовы всегда им помочь, расслабить, размять хорошо, капитальненько. После этого они уходят очень довольные и возвращаются к нам. Но рекомендую, кто сейчас ветреная погода, кто чувствует, что немножко начинает заболевать, Мгм. мы не рекомендуем делать массаж, потому что можно
и развить болезнь. Мы, да, мы даем вот этот поток, мы же разогревая кровь, мы эти инфекцию мы разносим, получается. Да. То есть у меня бывает иногда такое, то, что я забыл окно закрыть, с утра просыпаюсь, у меня все болит. То есть бежать к вам не стоит. Нет, не стоит. Сначала Лучше, выздороветь? да, выпить процетамол или что-нибудь. А вот как самому себе сделать массаж? Например, бывает такое, ты сидишь, работаешь, у нас у всех сидячая работа в основном, да? И все заболело, и вот в основном вот эти места страдают. Как правильно это все сделать? Ну, сами вы себе не поможете. Единственное, там, упражнения какие-то сделать. Ну и к нам на Софью Перовскую 44/2. Просто, рельсы, шпалы. По звонку. И, например, тот же самый друга попросил или там подругу попросил сделать массаж. В первую очередь надо, наверное, разогревать тело, да? Да. Ну, мы всегда вначале мы его проглаживаем, знакомимся с телом, потом уже прогреваем тело, и только тогда нужно проминать, потому что в любом случае человеку будет неприятно, если мы сразу начнем проминающий массаж. Я так понял, у каждого свой метод, да, делать массаж? У всех почерк же разный у людей, и техника у всех тоже разная у массажистов. Никто одинаково не делает, потому что как бы, нам все одно и то же показали, когда учились, но мы делаем все равно по-своему. У каждого, да, мастера своя техника. Из-за этого вы спрашиваете у гостя, который к вам приходит, сначала какой массаж? Да, какой массаж они предпочитают. То есть, вот, например, у вас работает 20 сотрудников, так скажем, да? 20 специалистов, и у каждого свой почерк, да? Да. Хорошо. У нас также мы про массаж, до этого мы говорили, у кого головные боли могут к вам прийти, да? Да. Также вот... По сути, может любой приходить. Самое главное, без обострений. В плане чего-то там почек. Бронхит, например, да? Ну, бронхит это тоже, это можно, когда уже только выздоровление идет, мы можем сделать массаж, чтобы у него откашливалось все, выходило. Пневмония, например. Ну, в пневмонии это... Период выздоровления. Период, нет, когда уже прям идет. Выздоровел? Выздоровел, но у них же остаточные остается, и мы поможем им это все откашлять. А вот параличи? Параличи. Ну, я не сталкивалась с ними, но я так думаю, то, что... Ну, мы же знаем то, что рельсы, шпалы, Всё это возможно. то место, где можно прийти, во-первых, отдохнуть, Да. набраться сил, потому что у нас иногда график такой бешеный, то, что мы не успеваем отдохнуть. Тот же самый предприниматели, тот же остальной рабочий класс, у нас иногда, у них нету времени отдохнуть просто. И к вам приходят, они просто расслабляются, отдыхают, пьют чай и довольно уходят домой, да? Правильно я так понял? Да, у нас философия студии такая, что вот рельсы, шпалы, как в детстве мама нам делала массаж. Да. С любовью, с заботой, так и во взрослом возрасте мы нуждаемся в заботе, любви. И вот мы делимся этой любовью, заботимся. В первую очередь, получается, надо уметь отдыхать, в первую очередь. И, соответственно, всегда... С пользой отдыхать. С пользой. Для здоровья. И, конечно же, в рельсы, шпалы. Когда пришла в этот бизнес, не пожалела, что именно этот путь ты начала? Нет, не пожалела. Потому что же предпринимательство это, да, хорошо, философия есть, все есть. Но тут же надо, когда открываешь, соответственно, финансовые вложения, надо... Зарплаты сотрудников. Зарплаты сотрудников. Далее, что у нас в первую Реклама, очередь? да. Реклама. И, конечно же, и угодить и клиентам, и своему персоналу. И, соответственно, обязательно найдется тот друг, который... Бесплатно можно к вам прийти? Есть ли такие люди? Были такие люди, да. Ну, мы уже попрощались, да, с ним? Ага. Их немного. Ага. В основном у нас очень такие клиенты, которые ценят нас и уважают. Как это сказать?
Мы с ними на одной волне. Да. Они, То есть мы их- транслируем свои ценности, и люди откликаются именно у кого такие же ценности. Поэтому нам комфортно с нашими гостями. А вот, например, вести бизнес трудно, нет сейчас в данный момент? Я не скажу, что легко и не трудно, все зависит от тебя. Как... Мгм. Потому что, я же до этого говорил, идея, да, это хорошо, но чтобы воплотить это, там надо столько усилий приложить. Есть ли люди, которые тебе помогают в этом? Конечно, родные, семья моя поддерживают Мгм. советами, поддержкой. Вообще, в целом, очень важна поддержка родных, когда вот ты начинаешь что-то новое. Вот меня поддержали, поэтому все у меня хорошо получается. Мгм. А вот у нас вопрос опять пришел. С какого возраста можно исправлять осанку? И что делать, если сколиоз обнаружили у взрослого человека? ну, сколиоз, он вообще, он с родов может появиться, Мгм. если неправильно вытащили при родах. И нужно с самого начала им заниматься. В основном тут с медицинскими проблемами к вам обращаются. Я Ага. понимаю, то, что вы чуть-чуть не той сферы, и к вам должны прийти люди просто отдыхать. Ну, я же изначально сказала то, что к нам приходят такие люди, мы помогаем им одну часть расслабить, другую, наоборот, проработать так, Мгм. чтобы она в тонус, потому что у них по-разному мышцы работают. Да, у нас Вот. несколько техник вообще в студии. Есть вот проминающий массаж, это вот как раз-таки такой сильный массаж, где мы прорабатываем триггерные точки, спазмы убираем, снимаем. Есть расслабляющая техника, это вот больше действует на нервную систему. Есть также лимфодренажная техника, это вот выводит отеки. Мы чередуем во время антицеллюлитного курса, есть у нас программа «Конфетка». Мы там чередуем антицеллюлитный массаж с лимфодренажным. Мгм. Также добавляем разные споплюшки, это вот скрабирование, обертывание. Это все помогает достичь классного результата в конце. Вот. И для лица 2 вида у нас. Классно, круто. Чем отличаются европейские и восточные техники? Ну, Массажа. это разные массажи. Европейский, наверное, это более такой... Я даже с ним не сталкивалась. Больше с тайским, наверное, сталкивалась. Вот. Но они разные совсем. Там более так работа... Техники разные. Да, ты более крутишь, вертишь человека. А мы с мышцами работаем. Больше с мышц. Да. Просто человек пришел, лег И, все, всё. и отдыхает. И отдыхает. Да. Классно. А к вам в основном кто приходит? Мужчины или женщины? Все. Все. Ну, Да. 80% девушки Да. и вот А 15-20% вот мужчин. возрастная категория какая? Нет ее у нас. В основном В основном люди среднего возраста от 25, наверное, до 45. 60. Мгм. Да. Нет, просто, наверное, у каждого разная Да, статистика. Знаете почему? Потому что предприниматель там видит поэтому по бумагам какой народ пришел. Мы с рабочей стороны Есть, видим. есть ли вообще у вас какие-либо предпочтения, кому легче делать массаж, мужчине или женщине? Нет, ну, разные телосложения, Мгм. разная мышечная масса, также и нету. Или может такая же женщина быть, может такой же мужчина быть. Мгм. Нет. А такого. бывали такие случаи, мужчина не хочет на массаж, но все-таки девчонка притащила, Да. и после этого мужчина уходит такой, о, так классно, оказывается, Да. у вас. Ну, Был? не единожды такой случай был, да, он вначале вздыхает, куда привели его, стесняется, а потом уже прям Довольный. довольный, уходит. засыпает и уходит довольным. Мгм. И возвращается. И возвращается, да. Конечно, в конце чай наливает. Да, Такой травяной, чай. башкирский, да? Что бы вы хотели нашим телезрителям сказать? Пожелание. Любить себя, заботиться о себе, о своем теле, здоровье, больше отдыхать, любить жизнь и себя.
Да, я согласна. Я также присоединяюсь, но я хочу сказать, обязательно посещайте рейсы Посещайте, Шпалы. конечно же, Шпалы да. у нас в Зеленке и также в Сипайлово. Сипайлово. Всех ждем. Мен енді барлығыға зор рахматтарымды білдіріп, бізді мына қоштасамын. Хау, сәлемет болыңыз.